Аузбилляхи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ассаламу алейкум. Я приветствую всех наших слушателей, всех, кто сегодня наблюдает за процессами, происходящими в Украине. Сегодняшнее мое заявление связано с тем, что русисты выложили в социальных сетях видеоролик, где они сжигают священную книгу Коран и глумятся над чувствами мусульман. Но преподносят они это, якобы делают украинцы и украинские вооруженные, представители украинских вооруженных сил. Но я ответственно заявляю, что это грязная провокация российских спецслужб. И сегодня, когда я просматривал этот ролик, мне вспомнился наш разговор с Александром Литвиненко. Александр Литвиненко – это бывший офицер КГБ, ФСБ, который восстал против этой системы, когда он воочию убедился и уже сам осознал то, что эта организация является террористической, о котором он и писал в своих книгах. Но наш разговор с ним касался именно того, какая история и что из себя представляет эта система. И он мне задал вопрос: Ахмед, постарайся, насколько у тебя хватит фантазии, придумать что-то такое пакостное, ужасное, которое не поддается человеческой логике, что-то страшное. Постарайся придумать. Я особо не стал думать об этом, и я спросил: скажи, что ты хочешь этим сказать. И он мне сказал: что бы ты ни придумал, какую бы гадость, какую бы пакость ты ни придумал, я тебе докажу, что это уже в какое-то время, когда-то с кем-то ФСБшники и КГБшники сделали. Это показатель того, что на самом деле Александр Литвиненко очень хорошо знал эту систему, знал ее изнутри. Вы знаете судьбу этого человека. Этот человек перед смертью принял ислам. Он умер и ушел из жизни мусульманином. Это человек, которого лично Путин приговорил к смертной казни. И он с применением радиоактивного вещества отравил его полонием-210. И это было сделано по прямому приказу Путина. Этот факт установлен лондонским судом, где рассматривалось это дело, рассматривалось покушение на гражданина Великобритании. И поэтому я ответственно заявляю, все те провокации, которые сегодня выкладывают русские и пытаются преподнести это, как будто делают сами украинцы, это направленная провокация для того, чтобы ослабить сопротивление, нести раскол тех, кто пришли на помощь, поддержать украинцев в этой неравной войне. Сегодня в Украине идет война, война идет за мир и за будущее всего цивилизованного человечества. И сегодня здесь находятся все те, кому не безразлично слово и ценность, и слово Всевышнего, и религиозные мотивации, и другие общечеловеческие ценности, которые отстаивают сегодня те, кто стоят на страже защиты Украины от русских и русистов. Я уверен в том, что какие бы провокации они сегодня не совершали, что им не ослабит наше сопротивление. Перед тем, как приехать в Украину, я сегодня нахожусь здесь, мои сыновья находятся здесь, мои племянники находятся здесь, и мои очень близкие мне родные люди, все находятся сегодня здесь и находятся в рядах вооруженных сил Украины и отражают российскую агрессию. Я ответственно заявляю всем мусульманам, которые могли среагировать на эту провокацию русских, которые сегодня они выложили. Это сделано с целью ослабить сопротивление. Это сделано с целью, чтобы внести сомнения в сердца тех, кто сегодня находится вместе с украинцами и отражает эту агрессию. Я ответственно заявляю, перед тем, как прибыть сюда, мы этот вопрос поднимали и на Государственном комитете деоккупации. Этот вопрос рассматривался Государственным комитетом по религии и шариатскому праву, где однозначно они вынесли вердикт и фатву, что участие мусульман в этой войне совершенно оправдано. И поэтому я ответственно заявляю всем, кто сегодня, увидев этот ролик, может усомниться в том, что здесь идет праведная война, я заверяю вас,
что все, кто сегодня имеют отношение вот к той провокации, это враги ислама. А все, кто сегодня находится здесь на стороне украинцев и защищает Украину и свое будущее, это люди на верном пути. И у меня нет в этом сомнения. И еще раз я хочу заверить всех, кто сегодня предполагает, что, возможно, они могут внести раскол и сомнения в сердца тех. Это вам не удалось. В любом случае, то, что вы сегодня сделали, вы еще раз подтвердили то, что вы являетесь сатанистами, которые не признают никакую религию. И ничего святого в вашей жизни нет и у вас нет. И все те провокации, которые проходили в других европейских странах с сжиганием Корана, они за этими акциями стояли однозначно российские спецслужбы и русисты. Это тоже доказанный факт. Но я вас уверяю и заверяю, что вам не удастся ослабить ни сопротивление украинцев, ни желание других мусульман участвовать в этой войне на стороне украинцев и бить русских, и защитить право на свободу, на жизнь. Слава Всевышнему, победу Украине! Аллах Акбар, Аллах Акбар, Аллах Акбар!